Ситуации, при которых у человека нет на руках наличных денег, а в магазине или торговом центре нельзя расплатиться картой, в Абхазии не редкость. А если, например, нужно что-то приобрести для организации и необходим чек, то приходится еще сложнее. Неудобства и у продавца, и у покупателя. Один не может продать, а другой купить. Кассовых аппаратов нет во многих объектах торговли и общепита в республике, а где-то они появились совсем недавно. Как, например, в магазине «Кормилица». Изначально у нас не было кассовых аппаратов, мы их приобрели около 3 месяцев назад, так как нашим покупателям неудобно, они хотят расплатиться картой, а у нас не было их. Поэтому мы их приобрели, и теперь и нам удобно, и нашим покупателям тоже, я думаю, удобно расплачиваться безналичным расчетом, так как у нас много гостей, они все рассчитываются по карте, и это очень удобно для них в первую очередь. Расплатиться картой можно и в соседней аптеке «Пульс». В магазине «Премиум» тоже работает эта система. Кассовые аппараты приобрели здесь несколько лет назад. 3 года это точно, это я помню. Эта система у нас работает, в принципе, в маркете была, потом у нас, потом уже все остальные, мы вторые были в Абхазии. Не получится расплатиться картой в таких популярных заведениях столицы, как кафе «Аппетит» и ресторан «Нарта». В июле 2021 года Министерство по налогам и сборам презентовало в парламенте проект закона о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов. В итоге он был принят в первом чтении. На сегодняшний день законопроект об использовании в Республике Абхазия контрольно-кассовой техники был принят в первом чтении Народным собранием парламентом Республики Абхазия. После чего парламент ушел на каникулы. Сегодня мы все в ожидании того, когда парламент вернется с каникул и будет рассматривать данный законопроект во втором чтении. После рассмотрения которого мы будем четко понимать и знать, когда данный закон вступит в силу. Это будут не просто кассовые аппараты, а система онлайн-касс. Кассовые аппараты синхронизируют с сервером МНС, за которым будут следить специалисты ведомства. То есть при внедрении этой системы станет возможным сокращение объема неучтенного оборота. По сути, это автоматизированный контроль за денежными поступлениями налогоплательщиков. Также есть возможность заранее выявить риски нарушений на том или ином объекте и провести проверку. Кроме того, это снижение административной нагрузки на бизнес. На сегодняшний день закон будет обязывать всех предпринимателей, магазины, которые занимаются розничной торговлей, использовать контрольно-кассовую технику, благодаря которой Министерство по налогам и сборам будет в онлайн-режиме обладать информацией о той выручке, которую получили за определенный период, за определенное время, определенный магазин, либо какой-нибудь иной объект, который занимается розничной торговлей. Их будет покупать сама организация за счет собственных средств. Касаемо штрафов, уже у нас в КоАПе закреплены штрафы за нарушение данного законодательства, в соответствии с которым предусмотрено штраф с физических лиц около 12 тысяч, с организаций юридических лиц до 25 тысяч рублей. Система контрольно-кассовой техники позволит более эффективно защищать права потребителей, так как у покупателя будет на руках электронный чек, который он сможет предъявить при купленном некачественном товаре и вернуть его. Аппараты, организации и предприятия должны будут приобретать за счет собственных средств. Угут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.